Бишкек – окраина города. Место, которое почти полвека было символом одной из самых острых экологических проблем столицы, сегодня работает по-новому. В Бишкеке открылся экотехнологический завод по производству электроэнергии с утилизацией твердых бытовых отходов. Предприятие, которое должно изменить подход к обращению с мусором, уже запущено в работу. Санитарный полигон здесь действует с 1974 года. За это время накопилось около 20 миллионов тонн отходов. Ежедневно столица вывозит 1200–1500 тонн мусора. Долгие годы этот вопрос оставался без системного решения. Строительство завода началось 29 марта в прошлом году. Всего за 1,5 года на площади 12 гектаров был реализован один из самых масштабных экологических проектов страны. Общий объем инвестиций составил $95 миллионов. Проект полностью профинансирован инвестором. Это первый в Центральной Азии завод подобного формата. Работу предприятия лично посетил глава государства Садыр Джапаров. Во время визита президента осмотрел территорию завода, пообщался с руководством и ознакомился с технологическим процессом переработки отходов. Борбор шаарыбыздан күнүгө 1000 тоннага чейин таштанды чыгарылып, албетте шаардын экологиясына терс таасирин тийгизип келген. Бул көйгөй бир топ жылдан бери көтөрүлүп, бирок чечилбей, улам кийинкиге мурасталып келе жаткан. Маселени чечүү үчүн башка мамлекеттердин таштанды калдыктарын кайра иштетүү жана утилдештирүү тажрыйбаларын кыйла изилдеп чыктык. Акыр аягында 2023 жылы Бишкек шаарынын мэриясынын делегациясы Кытайдын Чанша шаарына барып, узак убакыттан бери таштанды иштетүүчү Хуань Сюньцзин компаниясынын тажрыйбасы менен таанышып келишкен. Аталган компания узак убакыттар бою катуу тиричилик калдыктарын комплекстүү кайра иштетүү, шаардагы саркынды сууларды, полигондордун чыпкаларын тазалоо боюнча иш жүргүзгөн, инвестиция жана курулуш, технологиялык изилдөө жана иштеп чыгуу, ыкчам башкаруу сыяктуу ар кандай иш аракеттердин түрлөрүн жүзөгө ашырган жогорку технологиялуу ишкана экендиги тууралуу маалымат алып келишкен. Президент отметил, что проблема столичной свалки не решалась многие годы. Открытие завода, по его словам, стало первым реальным шагом к системному решению этой проблемы. И такого же плана завод откроется в будущем в городах Ош, Каракол, Манас. Сегодня 1000 тонн завозится, вырабатывается до 27 мегаватт, 24, 25, 27 мегаватт, пиковая была 27 мегаватт, но своя мощность 30 мегаватт. 1200 тонн мусора, утилизация и 30 мегаватт электроэнергии. Если взять сравнение, это один Кеминский район может снабжать этой электроэнергией. Процесс работы продемонстрировал вице-мэр Бишкека Рамис Алиев. Вот посредством вот таких фильтров очищается сам дым. Мы выйдем сейчас на улицу, и вы увидите, что там отсутствует полностью дым, есть лишь некий пар. Отходы проходят несколько этапов обработки, прежде чем стать источником энергии. Завод готов принимать до 1000 тонн в день мусора и работать круглые сутки. Вы видите за моей спиной это экран, где как раз таки можно в онлайн-режиме увидеть, как работает мусороперерабатывающий завод. Начиная с приемки мусора, заканчивая конечным этапом. И в случае ЧП можно здесь быстро среагировать. Запуск предприятия – это долгосрочный эффект. Меньше мусора на полигонах, меньше вредных выбросов, меньше зависимости от угля. Проект формирует новую модель экологического и энергетического развития столицы и может стать примером для других регионов страны. Через краны мы можем их сортировать и в одно место эту кучку сделаем. Там храним с 3 до 5 дней. И после хранения этого 5 дней мы можем его сжигать.
Эффект от этого завода не измеряется одним днем. Это инвестиция в экологию, энергетику и качество жизни. Экотехнологический завод в Бишкеке – это не просто новое предприятие, это точка, с которой город начинает жить по-другому. Мусор больше не проблема, мусор – это ресурс.